Столомай, акшда, ну. Короче, тост, я хочу сказать, тост, да, всем. Это, короче, этот тост посвящается всем достойным. Тацул, тостыш, раскачивать, тяжь, паник, шоу, что было, короче, тацул, движение, что тосты, там, я это скажу. Таких мурзилок нету, да, чисто по понятиям, чисто нашинский, кругюса, братану, зонтику, зенди, да, бывалый пацан тоже. Просто для бродяг один тост замутить можно, да, для профилактики, ну и... Короче, где бы мы ни кайфовали, да, сейчас у нас там хоть поляна на штуку, на две, там разницы нету. И некоторые пацаны сидят, там бывают же пряники, черри, там на миллион зелени, короче, там бывает где-то на Канарах, разницы нету, бля. Ну просто мы, пацаны, да, типа 3 года металлом питались, решетки грызли, мешками пули глотали, кровь ведрами черпали, зубами окопы рыли, бля, на нас танки буксовали, на минном поле 3 гола забили, медведя за зверя не считали, 4 ходки, 8 побегов, сами себя боимся, бля. И любому прянику скажем: слышь, олень, бля, отойди на 50 км, а то я пацанчик не местный, попишу, обижаться будешь. Это не мурзилка выученная, там, не стихотворение вызубренное. Это сложившаяся форма общения в течение определенного времени среди узкого круга бродяг, да. Есть конкретный смысл, что мы сами раскачали вот эти термины, да, тут своя лирика получилась такая, ну и... Что я хотел сказать? Мы любому расскажем, почем пучок редиски и кто ее в земле красит. Кетева, братка. Так вот. Вот этих пряников, хоть где бы, хоть он на Марсе будет, там, день рождения отмечать, или тему раскачивать, или просто что-то. Вот этот, вот просто сок, вот стакан, полстакана нашего сока, их поляна не стоит вот этого. Почему? Потому что там какие-то пряники, в силу каких-то возможностей, ну и там от каких-то зависят, от мамы, от папы, там, бывают черти какие-то. А здесь бродяги бывалые, пацаны, которые сами раскачивают свою судьбу, что-то рисуют, суетятся, добиваются, ну и практикой на себе поняли, что эта жизнь беспонтовая, но все равно не чтоб жизнь их имела, а чтоб они имели жизнь, суетятся и добиваются своей цели. Цель — это конечный результат. Что я хочу сказать, короче, это все посвящается всем достойным, понимаете? Только достойным посвящается. Короче, 3 мочалки оказались в пустыне Сахара. В пустыне Сахара оказались 3 мочалки. Ну, 3 тёлки. Короче, они нашли джина там, потерли его, и ну одна трёт. А джина в этот момент хумарила, есть, понимаешь, он отходняк у него, под капельницами, у него масти не было, выходить и чьи-то желания, мурзилки исполнять. Но они трут, и джин выскочил и говорит: ну давай по одному желанию я исполню. Джин вынырнул и говорит, одна кричит: мы хотим, чтобы мы были самыми красивыми тёлками, короче, да, с этого мира. Хорошо, они резко разрисовались. Второе желание, чтобы мы были самыми богатыми тёлками этого мира, ну и... Третье желание, короче, да. Она говорит: дайте нам сюда сейчас самых достойных, самых таких бродяг на мурмулях пацанов, ну и... Их там много, да, в нашей Чечне, ну и в нашем достойном кругу, в нашем кругу. Но в данный момент они пожелали: вы, братва, есть у нас, вас много достойных. Просто они 3 пожелали. Самых достойных, нормальных бродяг. 3 пацана: дай сюда, джин, давай нарисуй нам. Когда они сказали, джин сказал: дорогие мои, это желание я не смогу исполнить. Почему? Потому что в данный момент они сидят в городе Грозном, в кафе под орехом, их зовут Зелим, Рустам, Зайди, они хавают шашлык там, так децл, балуются, дуют спиртное для общего кайфа, в конечном итоге под природным кайфом, и у них нет желания до вас, мочалок, здесь рисоваться, чтобы вас удовлетворять. Я не могу исполнить это желание. Есть еще... Мы же друзья, дружба, как говорил великий Рустам, дружба необходима в нашей жизни, поскольку ни один человек не пожелает себе жизни без друзей, хоть у него будут все остальные блага этой жизни. Так будем же зато, бродяги, чтобы главным благом нашей жизни оставались достойные друзья. Аллаху Акбар. Конец нашей темы, но мы продолжим еще. Аллаху Акбар.